Началась война. Она своими грозными тучами дыма и запахом пороха настигла Мурада Оздоева в то время, когда он оканчивал Армавирскую военную авиационную школу пилотов. Молодой летчик за годы войны успел вступить в схватку с неприятелем на Западном, Сталинградском, Брянском и Втором Прибалтийских фронтах в составе 431-го истребительного авиационного полка. Летал на таких истребителях, как Лак-3, Як-1, 7 и 9. В сентябре 41-го в воздушных боях на Орловском направлении записал на свой счет первый сбитый самолет противника. Даже не прицельный был у меня огонь. Открыл огонь, один загорелся. Но с одним я... Вот книги «Летчики на войне» Чечельницкого. Там 14 июля записано: сбил 2 вражеских самолетов. Вот эти 2 самолета, и они, я как сейчас помню, где они оба упали. За годы войны Мурад Оздоев совершил 248 боевых вылетов и лично сбил 8 самолетов противника. В январе 44-го при прикрытии штурмовики железнодорожной станции Маево Псковской области истребитель Оздоева подбили зенитным снарядом. Летчик не растерялся и направил самолет на эшелоны врага, а сам успел выпрыгнуть с парашютом. 8 месяцев был в плену, сбили этот самолет. Он выпрыгнул из самолета, был ранен. Его забрали в концлагерь, он в Чехословакии концлагерь был. 2 побега у него с концлагеря. На протяжении нескольких десятилетий псковские поисковые группы не раз натыкались на обломки того самого самолета. Теперь их можно увидеть в Краеведческом музее имени Тугана Мульсагова. Фюзеляж и лопасть, они ушли вглубь. И через несколько лет только нашли их, и в 2011 году нам их передали. Видевшие огненный таран Оздоева товарищи доложили о его гибели. Мурад был тогда посмертно представлен к званию Героя Советского Союза, но в феврале 44-го началась депортация ингушей, и награждение так и не состоялось. В 1996 году, за 4 года до своей смерти, легендарный летчик удостоился своей последней, но самой высокой государственной награды – Золотой звезды. По традиции ее вручил глава государства в Большом зале Кремля. Уже дома Героя России чествовали всей республикой. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 года, присвоить воинское звание Героя Российской Федерации Оздоеву Мурату Ахмедовичу, младшему лейтенанту в отставке. Золотую звезду уже как 18 лет никто не носит на груди. Потомки летчика с большим соблазном примеряют медаль. На большее никто не решается. Семья Оздоева, вспоминая ветерана, спорит, кто же из правнуков пойдет по стопам легендарного прадеда. Последняя фотография, которая вот была сделана, вот это. До последнего оставался мужчиной. В шествии бессмертного полка в Насыркорте портрет Мурада Оздоева мелькал в первых рядах. Его пронес внук ветерана Заурбек Оздоев. Штендер с портретом он хранил целый год, чтобы вновь примкнуть к шествию. Радовался, прям радовался, когда я шел даже, когда каждый шаг делал, чувствовал, что это мой дедушка, что это так надо, что это каждый год надо и повторять, чтобы не забывать их. И никогда их, они будут всегда в наших сердцах, и мы никогда в жизни их не забудем. А это вторая Назрановская школа. Здесь когда-то учился Мурад Оздоев. С 2006 года образовательное учреждение носит имя славного героя. А в преддверии 72-й годовщины Великой Победы в школе открыли памятник. Для нас большая честь проучиться в той же школе, где учился Оздоев Мурад, знаменитый летчик. В нашей семье с большой честью говорят о нем. Он был лучшим другом моего дедушки. Сегодня легендарному летчику, ветерану ВОВ, исполнилось бы 97 лет. Он ушел из жизни в 1999 году, оставив о себе не только светлую память, а наказ и пример для других – беречь самое дорогое в жизни каждого – Родину. Михаил Тангиев, Хадя Добриева, Новости 24.